Право знать. Российские власти Крыма заявляют, что выплатили компенсации семьям пострадавших в керченской трагедии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского замминистра труда и социальной защиты Крыма Леонида Михалевского. Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба, 21 человек погиб, еще несколько десятков были ранены. Леонид Михалевский сегодня сказал, что все семьи получили выплаты. Это 52 человека. Они получили по 500 тысяч рублей. Также родственников, по словам заместителя министра, бесплатно отправили к пострадавшим детям и предоставили им жилье. О выплатах крымские власти вновь заявили, потому что сегодня в газете «Московский комсомолец» появилась статья. Там сказано, что отец раненой в колледже Натальи Калиниченко заявил, что его семья не получила обещанной компенсации. Более того, по словам Юрия Калиниченко, на встрече с жителями Керчи глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов объяснил это тем, что семья якобы неблагополучна и денег велено не давать. Подтверждения этой информации пока нет. РИА Новости Крым пишут, что Сергей Аксенов намерен подать иск в суд на издание, которое опубликовало статью. Сейчас в больницах Крыма остаются 10 пострадавших в Керченском политехе. У 3 состояние средней степени тяжести. Это данные Российского министерства охраны здоровья Крыма. Прямой эфир. Капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. Об этом сообщают крымские и российские СМИ со ссылкой на уполномоченную по правам человека в Крыму Людмилу Лубину. Также, по информации омбудсмена, из СИЗО выпустили еще 2 моряков. РИА Новости пишут, что это Руслан Кондратюк и Андрей Морозов. Отметим также, что сейчас капитан Норда Владимир Горбенко остается на материковой части Украины. Он фигурант уголовного дела. Его судьбу украинские власти обещают решить после вердикта. В процессе возвращения украинских моряков в Крым и на материк участвует и экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева. Позиция моя как вице-президента Европейского института омбудсмана и руководства Европейского института омбудсмана была услышана обеими сторонами, и украинской стороной, и российской стороной. Пресечение не связано будет с лишением свободы. Это очень важный шаг для выработки паритетных шагов, которые мы должны сделать, для того, чтобы капитаны вернулись к своим семьям, вернулись к своим родным берегам. Ранее 7 моряков судна ЯМК-0041 вернулись на материковую Украину. Вместо них украинские власти передали крымским 7 членов экипажа судна «Норд». Подконтрольные Кремлю власти Крыма называют это обменом. Украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркивает, что это не так. По ее словам, керченских моряков «Норда» в Украине никто насильно не удерживал. Судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море, напомним, 25 марта по подозрению в незаконном пересечении административной границы. А судно ЯМК-0041 задержали российские пограничники 6 мая по подозрению в незаконном вылове рыбы. Точка зрения. Меджлис крымско-татарского народа созывает конференцию делегатов Курултая 6-го созыва. Она пройдет 12 ноября в Киеве. Об этом сообщает председатель Меджлиса Рифат Чубаров на своей странице в Facebook. Там сказано, что делегаты хотят обсудить ситуацию в аннексированном Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях аннексии полуострова. Также делегаты намерены выполнить постановление второй сессии Курултая, которая прошла 29 марта 2014 года в Бахчисарае. Постановление называется «О реализации крымско-татарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму». Первый Курултай крымско-татарского народа, напомним, избрали в ноябре 1917 года, он принял основные крымско-татарские законы, а в 1991 году состоялся второй Курултай, возобновивший свою деятельность и завершивший процесс возвращения коренного народа в Крым. В Украине его признали высшим представительным органом крымских татар. Россия же после аннексии Крыма деятельность Курултая запретила. Крым в центре внимания. Российское аналоговое телевидение планируют отключить в Крыму с января 2019 года. Вместо них жители полуострова смогут просматривать 27 российских цифровых телеканалов. Такие сообщения публикуются на сайтах городских администраций Крыма. Не смогут смотреть цифровые каналы владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не поддерживают стандарт вещания Т2. Если телевизор старого образца, кроме дециметровой антенны, нужно купить и подключить цифровую приставку стандарта вещания Т2. При этом
этом на сайте российской администрации Керчи есть список населенных пунктов Крыма, где нет цифрового вещания. Напомним, что 17 августа 2017 года с Чонгарской телерадиовышки в Херсонской области началась трансляция цифрового телевидения на территории аннексированного Крыма. Там можно смотреть 5 украинских каналов. ЮА Крым, 5 канал, Прямой канал, ICTV и Черноморскую телерадиокомпанию. Мнение. Россия попытается не признать мандат спецпосланника ЕС по Крыму и Донбассу. Такое мнение Крымреалии выразил эксперт крымской правозащитной группы Александр Седов. Назначить спецпосланника предложили депутаты Европейского парламента. 25 октября они приняли резолюцию по ситуации в Азовском море. Ситуация эта связана прежде всего с тем, что Россия начала блокировку судов, которые идут в украинские порты в Азовском море. В данной ситуации Россия, во-первых, вряд ли сможет как-то блокировать его деятельность, поскольку Азовское море является общими водами. До этого Россия могла, ей было удобно этот конфликт оставлять на уровне Украины-Россия и никого туда не вмешивать. И сейчас заявление о том, что Европарламент не имеет никакого отношения к этому конфликту, не совсем корректно, потому что Евросоюз также заинтересован в том, чтобы проход судов в украинские порты был свободным и без каких-либо ограничений. Азовское море стало в последнее время местом провокаций со стороны российских силовиков, в первую очередь пограничников. Они задерживали суда, которые направлялись в украинские порты или из них. В аннексированном Крыму считают, что ситуация обострилась из-за Украины, когда украинские пограничники задержали керченское судно «Норд». Возможное назначение посланника Евросоюза по Крыму и Донбассу Россия пока не комментировала. Украина в центре внимания. Московского патриархата в Украине больше нет. Об этом заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов в интервью BBC Украина. Он сказал, что 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фаннера имеют одинаковый статус – иерархов Вселенского престола. Далее цитата. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине Украинской Православной Церкви Московского Патриархата больше не существует. Все архиереи теперь в Украине, согласно этому решению Синода, являются архиереями Вселенского престола, и теперь они должны ждать директиву Вселенского Патриархата относительно своего дальнейшего существования. Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение представить Украинской Православной Церкви автокефалию, то есть независимость от Москвы. Также Синод отменил акт 1686 года, по которому территория Киевской митрополии перешла Московской Церкви. На отмену этого акта и опирается архиепископ Иов Тельмисский в своем комментарии. Ну и далее в эфире радио Крымреалии у нас будет много интересного. Мы только начали программу самых ярких заявлений и важных новостей этого дня. Напомню, что тема программы называется «Трагедия в Керчи. Кто не получил деньги?». Это «Крымский вечер». Ну, я слежу также за вашими комментариями под трансляцией радио Крымреалии в Ютьюбе. И на самом деле тема, которую мы заявляем, вот вы пишете, что она не соответствует тому, что происходит в программе. Мы, конечно же, не можем заявить все 20 тем, я не знаю, которые мы успеваем обсудить за это время, поэтому если вы считаете, что что-то не прозвучало, вы можете вполне написать об этом в комментариях или подождать, потому что в течение программы все самые важные темы, они будут раскрыты. Напомню также номер телефона для звонков в наш эфир 8 810 06 926. Ну и также вы можете позвонить нам, если вы живете на материковой Украине, 044 490 31 18. Новость дня. В Крыму ожидают повышения цен на топливо. Об этом в нашем радиоэфире рассказал активист, атаман крымского казачества Сергей Акимов. По его словам, уже сейчас цена на полуострове на бензин составляет порядка 55 рублей. Дальше ожидают повышения минимум до 60. Скорее всего, дизельное топливо сейчас у нас оно стоит 50 рублей 50 копеек, а будет 60. Это сами уже говорят те ребята, кто занимаются нефтепродуктами. А газ, скорее всего, дойдет до 40. Как бы там не хотели что-то, Российская Федерация это заключить договор или что-то, ну, вряд ли не сдержит, да? Водитель подойти к любому оператору на заправке и спросить, это законом прописано. То есть спросить, откуда топливо поступает, когда, там, октановое число и все остальное, да, скажем так. Вот по документам, лично я вчера спрашивал, по документам как будто заходит с России, а именно с городов это Саратов, Самара. А реально по качеству топлива, скорее всего, Чеченской Республики.
Российское правительство обязало нефтяные компании подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Теперь они должны удерживать цены на топливо для внутреннего рынка на уровне июня 2018 года. В 2019 году цены должны расти на основе среднегодовой инфляции. В случае нарушения соглашения правительство может запретить нефтяникам экспортировать нефтепродукты за пределы России. По мнению украинского эксперта топливного рынка Сергея Сапегина, решение заморозить цены на бензин приведет к тому, что компании просто перестанут продавать те виды топлива, продажа которых обернется убытком. А это выведет на черный рынок спекулянтов, которые будут продавать дефицитные сорта намного дороже. По словам Сапегина, это особенно актуально для Крыма, где нет крупных нефтяников, имеющих возможность какое-то время поработать себе в убыток. Материковая часть доступна для крупных нефтяных компаний. Крым они боятся идти из-за санкций, и поэтому розничные операторы Крыма, поскольку нету нефтепереработки на полуострове, вот они как раз становятся заложниками этой ситуации, а по большому счету заложником становится крымский потребитель. Снижение качества – это один из путей оптимизации этого бизнеса. Будут увеличиваться недоливы, будут попытки уходить в серую зону и уходить от налогообложения. Ранее президент России Владимир Путин обещал крымчанам, что после открытия автомобильного движения по Керченскому мосту цены на топливо уравняются с регионами соседней России. Проблема известна. Вот в чем дело. Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и в Ростове, в Ростовской области. На некоторые в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове, скажем, или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имею в виду автомобильное движение грузового транспорта, потоки товаров, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. К другим новостям. Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях против украинских граждан и компаний. Эту тему мы обсуждали в нашем вчерашнем вечернем эфире. Всего в него входят 322 человека и 68 предприятий. Среди них и те, которые производят ильменит. Включение этих предприятий в санкционный список может быть дымовой завесой, чтобы скрыть тот факт, что они продолжают поставлять сырье на аннексированную территорию для крымского титана. Такое мнение в нашем эфире выразил заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов. Он также отметил, что в перечень попало много людей, которые скорее сотрудничают с оккупационными властями, поэтому в этом списке позиции перемешаны. Є в переліку особи, які навіть не згадують про тимчасово окупований Крим, а вони є в переліку. А є такі особи, і посадові, та і громадські діячі, які активно працюють в напрямку відновлення суверенітету країни, але їх там немає. В переліку є фізичні особи, які мають де-факто співпрацю з окупаційним режимом у вигляді роботи їхніх торговельних мереж на території тимчасово окупованого Криму. Нам всім відомо, що ільменіт постачається на територію Криму в обхід санкцій через офшорні підприємства і включення до санкційного списку підприємств Шанського комбінату. Це можна назвати як громовідвід. Экономическое влияние на Украину не есть цель российских санкций, иначе бы они были секторальными. Это скорее способ давления на олигархов в преддверии выборов, так считает российский экономист Дмитрий Некрасов. Украина одна из немногих стран, на которые российские санкции в принципе могут оказать существенное воздействие, потому что понятно, что там доля во внешней торговле России у Украины в 10 раз больше, чем Украины у России, и понятно, что тут воздействие возможно. Конечно, этой цели никто не преследовал. Я думаю, что здесь есть две логики. Одна логика какой-то симметрии, что Украина давно вводила какие-то свои санкции там против российских предпринимателей и граждан, соответственно, просто из соображений симметрии решили как-то ответить. А вторая, конечно, более тонкая политическая игра. Я напомню, что это радио Крым Реалии. Сейчас мы слушали заявления и комментарии, которые были сказаны в нашем утреннем эфире каждое утро по крымскому времени с понедельника по пятницу в 8:35 мы начинаем вещание в прямом эфире, когда вы можете позвонить нам по телефону 8 810 06 926 и также принимать участие в этих эфирах. Ну а дальше в нашей программе главная и основная часть вечернего выпуска – это интервью. Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко, и к нам присоединяется гость вечернего эфира Арсен Жумадилов, глава правления Крымского института стратегических исследований. Арсен, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Крымский институт стратегических исследований. Агентство QHA «Крымские новости», Крымско-татарский культурный и спортивный центр «Куреш» объявили о запуске проекта «Крым и юг Украины. Пространство культуры», цель которого была заявлена как формирование нового понимания истории Южной Украины как пространства, где создавались государства и развивались цивилизации. И в связи с этим для тех, кто, как и большинство, в общем-то, либо ничего не слышал об этом проекте, либо ограничился вот этой вот сводкой из Укринформа, где проходила презентация. Расскажи, пожалуйста, что это такое за проект вообще, из чего он будет состоять? Давай попробуем, наверное, прежде чем рассказывать о его структуре, я поясню его цель основную, и потом уже будет понятнее, почему именно такая структура была избрана. Цель этого проекта – это перевести научные знания, то есть знания, о которых уже давно договорились ученые, историки, культурологи, краеведы, о том, как на самом деле развивалась история южного региона Украины, это знание перевести в знание социальное, то есть в нечто, что станет достоянием общества в целом. Что я имею в виду? Дело в том, что, как известно, особенно после депортации крымских татар и некоторых других народов, коммунистическая власть Советского Союза задалась задачей переписать историю с тем, чтобы все то, что было связано с этими народами в истории этих земель, было истрактовано как нечто негативное, как нечто тлетворное, вредное, при том, что все, что было связано, например, к примеру, другими некоторыми народами, такими, скажем, титульными нациями Советского Союза, и в частности одной из них, это все подать в свете героическом, в свете таком оборонительном, да, что, дескать, вот на протяжении чуть ли не с доисторической эпохи и до сегодняшнего дня существовали вот какие-то героические люди, не совсем понятно, кто эти люди, то есть это древние греки, которые высадились еще во времена, я не знаю, Одиссеи, наверное, да, когда писалась Гомера, и они все это время отстаивали вот свою греческость, или откуда они появились, но, в общем, в любом случае какие-то героические люди оборонялись на протяжении многих веков от половцев, хазар, печенегов, монгол, алан, готов, гунов, мадьяр и так далее. В общем, от всех оборонились героически, и в итоге эта оборона завершилась успешно хэппи-эндом, когда Российская империя в конце XVIII века зашла на Южную Украину, объявила о том, что вот теперь она спасла все то, что здесь было до этого, это дикая степь, сейчас у нас пришла цивилизация, назвала это Новороссией, учредила, дескать, все города, все села, все поселения, и с тех пор началось летоисчисление этих населенных пунктов. Вроде бы до 2014 года эта проблема была сугубо, скажем так, проблемой узкого круга заинтересованных лиц, да, что на самом деле это, мягко говоря, неправда, то есть невозможно, что на протяжении всей истории была одна сторона на стороне всегда добра, и все остальные стороны на стороне зла, при этом это абсолютно какая-то каша в головах. До 2014 года это было, скажем так, мало интересно социуму в целом. Начиная с 2014 года и до сегодня мы понимаем, что Новороссия — это вполне реальный инструментарий для того, чтобы проводить военную агрессию против Украины. Соответственно, мы задались задачей с тем, чтобы все то, что стало уже на самом деле не мне, тебе как историку об этом рассказывать, да, стало уже достоянием историка, вокруг чего у них есть консенсус, широкий консенсус, все это пояснить на понятном для людей языке. Каком? Видеоматериала,
то есть фильмов, которые снимаются в документально-игровом жанре, и радиопередачи, где по полочкам раскладываются эти темы. Хорошо. Это более чем исчерпывающий ответ на вопрос, что это, какую цель преследует этот проект, но нельзя не задать вопросом, почему вот конец 2018 года, почему за это не взялись в 2015? Хороший вопрос. Я лично не взялся за это в 2015, потому что в 2015 я был в Одесской области немного далеко, да, и, кстати, в Одесской области, на самом деле, я наблюдал вот этот нонсенс, да, парадоксально, но вот все села того района, где я был главой администрации, они все отмечали свой день села приблизительно так, мол, они все были основаны в один и тот же год, ну, плюс-минус. Ну, то есть, где-то, например, 1785, 1790, и при этом все однозначно верили, что это вот так, да, это Екатерина, она пришла, она учредила. И для меня это было всегда удивительно, потому что я думал, ну, это очень странный должен был бы быть такой глобальный эксперимент абсолютного ну, просто громадного масштаба, да, когда в течение буквально нескольких лет основывается целый ряд городов, сел, поселков, и при этом все они наполняются людьми, которые откуда-то взялись, то есть, ну, не было ничего, например, да, тут вдруг тебя и дома, и дороги, и инфраструктура иная. Для меня это всегда было удивительно. И потом я начал интересоваться этой темой все больше и обнаружил, к своему удивлению, что на самом деле историки уже давно эту тему изучили. И на самом деле даже некоторые села моего района, которые отмечают до сих пор, что им, мол, 200, например, 40 лет, на самом деле, как минимум, им через несколько лет будет 300. Потому что в книгах османских о выплате налогов было указано о том, что это село выплачивает эти налоги еще с 1727 года. И что интересно, они выплачивали не закят, а джизью, то есть не налог на мусульман, а налог на немусульман. То есть это указывает на то, что это село на момент начала 18 века, то есть еще до Екатерины, ее не было еще в принципе вообще. Оно было уже заселено, оно было заселено, и жили там как раз-таки, скорее всего, православные, скорее всего, мы понимаем, что это украинцы, наверное, это казаки, которые в свое время уходили с Мазепой, с Орликом после Северной войны, не совсем удачно сложившейся для украинского казацтва на юго-запад, но некоторые из них оставались, и некоторые из них основывали эти поселения. Мы обязательно вернемся к разговору о том, как это будет осуществляться дальше. А сейчас как раз с нами на связи Владимир Кушниренко, автор сценария проекта «Крым и юг Украины». Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас тут уже Арсен Жумадилов подвел так широкими мазками к тому, зачем этот проект нужен и на что он направлен. Расскажите в двух словах о том, из каких частей он будет состоять. Вот если есть автор сценария, у него должен быть сценарий. Какой сценарий этого проекта вы предполагаете? Ну, сценарий можно долго говорить. Возьмем структуру, да, сценария, этапы. Все-таки за короткое время мы можем только так на данный момент показать. Первый этап очень важный, это доордынский период хазарского каганата, период сложнейший политический между Византией и хазарским каганатом, здесь арабским халифатом. То есть то, что у нас почему-то в истории Украины очень скудно освещено, и то в достаточно негативных чертах. Кроме как хазары, кроме такие люди, которые чем-то угрожали высокоразвитой киевскому государству, больше мы толком ничего сказать не можем. Кочевники и тому подобное. Мы старались осветить этот период, очень важен, потому что именно в этот период величия хазарского каганата начало зарождаться государство Рюриковичей на берегах Днепра, там, сначала Волхов, потом Днепра, и показать, какие процессы были на юге Украины, в контексте которых развивалось даже вот то же самое государство Рюриковичей. Какие торговые пути проходили, какие были проблемы межгосударственные в этом регионе. Поэтому это такой первый этап. Следующий этап – это Золотоордынский, который намного больше, конечно, информации, но она очень претенциозная и очень где-то конъюнктурная по поводу значения монголов, монгольского государства и тому подобное. Мы
как раз показали опять-таки конструктивные стороны этого. Это период Руставова Берке, где когда строились чудовищное количество городов на юге Украины, они были разные, там были до 7 мечетей, то есть до 7 кварталов, то есть не будем вдаваться в подробности, но такой, были интереснейшие связи той же самой Золотой Орды с другими государствами того мира, с развитыми мусульманскими государствами, которые в тот момент были как бы в авангарде развития человечества в принципе. Также очень важен там период разной междуусобной борьбы, однако не в разрушительном как бы таком фокусе, а в фокусе видения, как формировались будущие особенности разных регионов. Там Луса Нагая, это как раз юг Украины, где были попытки выделиться, создать какие-то особые и административные условия и своеобразная политика, которая была между Лусом Нагаей и вторым болгарским царством, где, кстати говоря, следующая династия Аси не была связана с половецкими жителями на этом регионе. Потом следующий этап у нас это Крымский ханат, который мы опять-таки расширяем в значении видеть как эффективное государственное образование, которое имеет свою очень интересную политическую историю, культурную историю. То есть даем возможность увидеть эту живую динамику, которая имела место на протяжении тысячелетий на юге Украины. И попытка, конечно, ее как-то ужать до концепта дикого поля и какого-то непонятного белого пятна где-то в истории, там, в Советском Союзе это очень практиковалось, показать. Но это касалось более серьезного вопроса. Вообще, изживание даже модели существования другого типа государственности или развития цивилизации, там, степной, кочевой, номады и тому подобное. То есть наша задача максимально показать было. И мы на каждом этапе вот этого 12-серийного фильма хотели максимально дать переживание эпохи, сделать точные такие указания на то, как нужно посмотреть, для того, чтобы увидеть всю глубину. Ну и, соответственно, сформировать все-таки какую-то такую континуальную целостную картину. Что ж, огромное вам спасибо за ваш обширный комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Владимир Кушниренко, автор сценария проекта «Крым и юг Украины. Пространство культуры». Возвращаемся к разговору с Арсеном Жумадиловым. Итак, 12 серий фильма, плюс радиопрограммы. Это довольно масштабно, довольно претенциозно. И, конечно же, у меня и у многих слушателей возникает вопрос, за чей счет этот пир интеллектуального духа? Я благодарю Украинский культурный фонд, это государственное учреждение, которое было создано буквально недавно специальным законом, которое на самом деле в этом году именно пилотным образом объявило конкурс на проекты. Мы также подались на этот конкурс и выиграли его именно под данный проект. Именно они являются основным финансистом и донором этого проекта. Есть еще одна благотворительная организация, которая также это поддержала, «Украинская спадщина». Соответственно, за эти средства это реализуется. Так же, как вы указали в самом начале передачи, у нас есть партнерская организация, то есть это не только Крымский институт стратегических исследований, который это реализовывает. С нашей стороны в основном это была концепция, сценарный план, художественный план. Также мы это реализовываем совместно с КХА, агентство «Крымские новости», и благотворительной организацией «Куреш», которая в Херсоне. Почему я подчеркиваю? Потому что у обеих этих организаций есть определенная материально-техническая база, которую мы используем для того, чтобы отснять эти видеоматериалы. Я хочу акцентировать внимание на том, что на данном этапе мы говорим не о полнометражных фильмах. Мы понимаем, что за 2 месяца работы мы не снимем полнометражный фильм. И Украинский культурный фонд, когда объявлял эти конкурсы летом этого года, и все понимали, что в лучшем случае мы подпишемся в сентябре, начнем в октябре, а отчитываться надо вот уже на самом деле в этом месяце, да, что в этом году мы ориентируемся на то, чтобы детально расписать сценарный план и подготовить такие видеоматериалы, которые в большей степени служили бы трейлерами и тизерами тех уже полнометражных фильмов, которые, дай бог, в следующем году мы сможем отснять, в том числе благодаря поддержке и Украинского культурного фонда, но уже не только. Вполне возможно, мы будем подаваться и на других доноров.
Хорошо, вот пока это еще планы, если это там небольшой технический секрет, планируется, что это будут там 10-минутные фильмы или по 1,5 часа каждая серия? В следующем году? В следующем году. Я понимаю, что такое тизер и трейлер, тут мы больше 3 минут не снимем, потому что никто не будет смотреть. А вот что касается финального продукта. В следующем году мы предполагаем, да, то есть те сценарии, которые сейчас у нас расписаны, мы предполагаем, что это будут фильмы в формате, снова-таки, где-то между документальным и игровым кино. Соответственно, это не будет 1:40 или 2 часа, это будет скорее 45 минут, 50 минут. 45-50 минут. Но это на самом деле очень прилично. Где вы возьмете столько людей, чтобы снимать там даже 50-минутный фильм? Это ж огромная работа. Там эти фильмы, они будут... это будет микс, где, с одной стороны, мы имеем игровое кино, где люди играют, где люди участвуют в сценках. С другой стороны, мы имеем, например, ведущего или ведущую, которые начитывают текст или комментируют происходящее, или показывают карту событий. Соответственно, это не сплошное игровое кино. Вот тут, кстати говоря, очень интересно. На самом деле в Украине сейчас, не то чтобы бум, но, по крайней мере, подобные проекты реализуются. Я вот сейчас знаю, что Fox Wild Film снимает 10-серийный про 1918 год. Там, конечно, серии будут покороче, и у них тоже они сталкиваются с рядом подобных проблем. Вот это будет, вот, грубо говоря, там голливудский хромакей, огромный там павильон, где все будет нарисовано, и спецэффекты. Или это будут выезды в те самые южноукраинские херсонские степи, значит, суровые курганы, чтобы ветер обветривал лица ведущих, и солнце выпаливало, чтобы все, значит, было максимально аутентичненько. Максимально аутентичненько мы делаем как раз сейчас. Сейчас у нас именно такие съемки. Некоторые наши режиссеры, художники, они выкладывают фотографии с этих съемок. И я думаю, что мы будем потом, наверное, показывать, что было на бэкстейдже. Это тоже интересно. Как оно будет в следующем году, на самом деле пока не могу сказать, потому что однозначного решения нет. Я хотел бы еще вернуться к теме, почему именно... все-таки это актуально, несмотря на то, что есть бум, да? Вот юг Украины сегодня где-то, возможно, я хотел бы ошибаться, но, возможно, мы воспринимаем за должное и за данность, что это проукраинские регионы, которые адекватно понимают происходящее, но на самом деле ведь никто глубоко не проанализировал, вполне возможно, настроение глубинное, которое там имеется. Проработав там без малого 2 года, я видел, насколько силен пророссийский сентимент. И он, единственное, то, что было сильнее его, это сентимент сочувствия, сопереживания и эмпатии по отношению к нашим бойцам в АТО. Да? И, соответственно, вот это то, что было сильнее, это то, что было в сердцах у людей, вызывало более живой отклик, и, соответственно, в целом ситуация как бы выглядит нормальной. Но дело в том, что как только мы снимаем, дай бог, рано или поздно это снимется, вопрос по Донбассу, в победном для Украины ключе, то есть не как некоторые предлагают, да? Как только снимается этот вопрос, мы понимаем, что следующий пласт, который выходит на авансцену, это пласт как раз-таки пророссийский. И даже это вот со стороны Украины, да, со стороны России. Мы понимаем, что завтра-послезавтра, если, например, в России произойдет все-таки смена власти, или не если, а когда, и придут к ней, например, более честные, менее авторитарные, но все-таки достаточно националистические, сильно настроенные персонажи, как, например, Навальный, да, ведь они все-таки, они рассматривают, что украинцы и русские — это один народ, и что они видят главную вину Путина не в том, что он, как раз-таки это видит одним народом и
и начал эту войну, а в том, что он как бы поссорил украинцев и русских, да, то есть они видят его проблему не в том, что он в принципе не имел права влазить в дела суверенного государства другого народа, то есть не это проблема для них, а проблема для них в том, что он разделил единый народ, и они начнут активно его духовно объединять, и вполне возможно это не будет за счет агрессии, вполне возможно будет это будут инструменты мягкой силы, но они будут. И к этой теме мы обязательно вернемся, а сейчас как раз, чтобы закончить, не закончить, вплести новую ноту в наш разговор, Галина Джикаева, режиссер проекта «Крым и юг Украины». Галина, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Арсен Жумадилов обещает нам беспрецедентную 12-серийную, даже эпопею, не побоюсь этого слова. Каждая там по 45, по 50 минут. И вот вы, как режиссер... В следующем году. В следующем году, не в этом году. Вот вы, как режиссер, скажите, вы уже видите, как это будет выглядеть? Или вы еще сражаетесь со сценаристом и со специалистом по кастингу, и пока еще там хаос, сумбур и ничего сквозь этот туман кино не проглядывается? Давайте решать проблему по мере их поступления. И пока сейчас у нас этап такой более презентационный проекта, потому что мы очень надеемся, что, конечно, найдем партнеров и финансирование на большой проект. Но пока мы работаем над видеоматериалами, которые покажут, как это могло бы быть. И пока это небольшие ролики по 2-3 с лишним минуты, в котором, в принципе, такая квинтэссенция того, что будет происходить, уже намечается. И сценаристы работают над, в общем-то, темами, над конфликтами между героями. То есть мы даем и документальный материал, и очеловечиваем историю через конкретных персонажей, как исторических личностей, так и предполагаемо возможные исторические личности, которые могли бы быть, и какие взаимоотношения между ними в процессе формирования этих государственных, цивилизационных процессов, которые там происходили в то время. На таком этапе пока сейчас мы нащупываем основные темы, нащупываем основные конфликтные линии, и над этим идет сейчас работа, и в маленьких трейлерах будет понятно, о чем, возможно, будет большой проект. А вы набираете сейчас для съемок в этих трейлерах только крымчан, или жители материковой Украины тоже могут надеяться увековечить себя в этих фильмах? Могут надеяться. У нас недавно мы снимали на днях буквально Золотоордынский период, и там были как крымчане, так и жители материковой Украины, да. Что ж, большое вам спасибо и за ваш комментарий. Галина Джикаева, режиссер проекта «Крым и юг Украины». И возвращаясь теперь от частного к общему, мы не будем предполагать, будет ли это Алексей Навальный, следующий руководитель России, будет ли это условный Дмитрий Медведев или... Дмитрий Рогозин. Это уже тогда будут не либералы, это уже будет другая ветка. Если мы говорим все-таки о либералах, то либеральная скамейка, она очень короткая, она фактически... Кудрин. Условно. В общем, либеральная скамейка короткая, предположим, что все так и случится, и будет эта мягкая сила. Есть ли у Украины шанс противостоять мягкой силе, этому ресентименту российскому, всему этому огромному пласту, который включает в себя не только 240 лет основанного какого-нибудь условно села Екатериной, но и, скажем, недавнюю историю вроде общих советских кинокомедий? Да, это... Отличный вопрос, на миллион. Здесь, на самом деле, нашу задачу мы видим в одном конкретном периоде, это именно на периоде до создания так называемой Новороссии. Наша главная задача — это показать, что это пространство юга Украины, оно было всегда богато на культуры, оно было богато на цивилизации. Оно само порождало народы, которые друг с другом эффективно взаимодействовали, торговали, обогащали друг друга культурно. И на этом пространстве вышло и получило развитие множество народов, в частности, украинцы, крымские татары, урумы, гагаузы, в Крыму, также мы знаем, крымчаки, караимы. Так вот,
они жили вполне нормально и до прихода туда Российской империи. Наша небольшая функция, миссия, ну, если хотите, да, она будет как раз-таки в том заключаться, чтобы показать, что эти народы жили нормально там и до российского государства, до вмешательства их в это пространство. И это пространство, оно нормально развивалось и без них. И все то, что было связано уже с ними, это было скорее наиграно, это было искусственно, это было то, что насадилось благодаря целенаправленной политике. Насколько Украина сможет противопоставить что-то к тому времени или нет, я надеюсь, что да. Потому что за то время, которое сейчас Украина проходит сопротивление именно жесткой силе, твердой силе со стороны Российской Федерации, то у нас получили развитие вот как раз-таки такие проекты мягкой силы, да, где мы, вот как говорит наш общий друг и коллега Павел Казарин, где Украина расширяется изнутри, да, то есть она становится действительно наполняет сутью ту форму, которую она получила в 1991 году. Так вот, я надеюсь, что к тому времени, когда Россия примет решение о том, что необходимо переходить к мягкой силе, Украина наполнит полностью эту форму своей сутью. Теперь еще один очень важный вопрос. Вот когда ты и вся команда, которая приступает к этому проекту, готовились, оценивали там возможности, прикидывали пути, проводили ли вы какие-нибудь глубокие исследования того, о чем мы говорили в самом начале, вот насколько сильно влияние российских мифов, сколько там жителей того же юга Украины, о котором будут эти фильмы, воспринимают украинскую идею, будут ли там они смотреть эти фильмы, повлияет ли это на них, или такой социологии нет и приходится работать, в общем-то, практически вслепую. Социологии какой-то нет, но мы проводили ряд, если можно сказать, глубинных интервью, да, с экспертами, которые работают именно в тех регионах. В первую очередь это Херсонская область и Одесская область. И они как раз-таки вот некоторые основополагающие посылы, которые сегодня я высказал, сформированы именно в интервью с ними, да, что сейчас есть АТО, и где-то вот оно играет вот такую важную роль в сенсе консолидации нации, но как только АТО заканчивается, или ООС, как сейчас, да, не факт, что у нас на первый план не выйдут снова пророссийские настроения. Каким образом это можно переиграть? Мы не говорим о том, что Новороссия плохо, мы не пытаемся просто развенчать миф. Потому что просто сказать, что что-то неправильно, этого недостаточно. Надо сказать, что правильно. То есть надо дать что-то конструктивное и положительное. Как раз таки это мы и хотим предоставить. Мы не хотим просто оппонировать мифу о Новороссии. Мы хотим, чтобы люди, они посмотрели на свои корни шире. И чтобы та эпоха, которая связана в их сознании с Потемкиным, с Екатериной, с Ушаковым и так далее, чтобы она была лишь небольшой частью того самосознания и самовосприятия, которое у них сформируется. Хорошо, и уже будем заканчивать. Существуют ли какие-нибудь подобные фильмы, про которые можно сказать, что они там станут или уже являются образцами для подражания в Украине, в России, на Западе? Или вы идете вот абсолютно новым непроторенным путем? Нет, конечно, новым непроторенным, как говорил один преподаватель, в университете шли древние греки, все остальные повторяли в той или иной мере, да? Нет, конечно, есть уже материалы на эту тему, в частности, неплохой проект был на Плюсах по поводу переосмысления истории Украины, хороший, действительно яркий, они пытались именно обыгрывать эти все вещи, то есть это не просто какой-то рассказ, да? Но вот именно так, чтобы это было с акцентированием внимания именно на Южной Украине, с акцентированием внимания на то, чтобы люди, они смогли посмотреть шире на свои корни, с тем, чтобы затем это получило развитие, нам видится, что именно в таком сочетании, в своем роде, наверное, мы вот первопроходцы, я надеюсь. И последний вопрос, когда можно будет посмотреть вот эти вот первоначальные трейлеры, тизеры по будущему проекту, так, чтобы вот зашел на YouTube, нажал на кнопку и все увидел? Мы планируем презентовать их 27 ноября.
Мы пригласим и тебя также на эту презентацию, и отдельно о месте и точном времени мы еще сообщим. К концу ноября уже мы планируем, что все будет. Это замечательная новость. На этой позитивной ноте мы будем ставить, даже не точку, а запятую, потому что 27 ноября не так уж и много времени осталось. Я благодарю Арсена Жумадилова за эфир. Ни в коем случае не переключайтесь, и самое крымское в мире радио Крым Реалии позовет вас на презентацию. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии 105,9 FM, и это «Крымский вечер», и дальше в эфире самая увлекательная для кого-то может показаться рубрика новостей завтрашнего дня. Но она бывает, вы знаете, увлекательная, и иногда мы здесь можем улыбаться, да, и также вы реагируете с улыбкой на какие-то новости, но на самом деле это все не шутки, а реальные события, которые происходят, или заявления, которые непременно влияют на жизнь крымчан. Итак, вот первая новость будет после того, как я напомню номер телефона 8 810 06 926, на который вы можете звонить бесплатно из Крыма. Также 044 490 31 18 для звоночков с материковой Украины. Ну и напомним вам, что наши эфиры вы можете слушать вот в прямом эфире с понедельника по пятницу каждый день, начиная с 8:35. 8:35 это вы включаете в Крыму радио Крым Реалии 105,9 FM, 549 AM или же на сайте Крым Реалии. Ну а если вы смотрите в других регионах Украины или слушаете наши программы, то тогда начало эфира в 7:35 по киевскому времени. Ну и первая новость сейчас прозвучит от Сергея Кроменко. Прямой эфир. В свободном онлайн-доступе оказалась информация о 257 тысячах пользователей социальной сети Facebook, из которых 47 тысяч проживают в Украине. К таким выводам пришли журналисты русской службы BBC. По ее данным, хакеры сообщают о наличии у них 120 миллионов наборов данных с профилей Facebook. Части из них есть и личные сообщения пользователей. Журналисты сообщают, что хакеры предлагали продать все 120 миллионов профилей всего лишь за $12 миллионов. То есть каждый наш профиль оценен всего лишь в цент. Кроме того, они предполагают, что утечка данных может быть связана с Россией. Сайт ФСБ-сервер, на котором сначала обнародовали часть данных, зарегистрированным жителем Пакистана. Однако, по состоянию на начало октября он имел IP-адрес в российском Санкт-Петербурге, говорится в статье. Кроме того, аналитики, к которым обратились журналисты, проследили родство ФСБ-сервер с ресурсами, которые использовали российские IP-адреса. Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин уже прокомментировал публикацию российских журналистов. По его словам, он послал запрос в компанию Facebook и ожидает ответа. Напомним, что 4 апреля 2018 года компания Facebook сообщила, что в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica оказалось данные 87 миллионов людей, которые в основном проживают в США. Еще одна новость. Депутаты Госдумы России от «Единой России» подготовили законопроект о создании в соседней России кибердружин, которые смогут вместе с полицией выявлять в интернете противозаконную информацию, сообщают российские СМИ. Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами в связке, которые занимаются этим профессионально, рассказал депутат Госдумы Адальби Шхагошев. О, боже мой, сложно, не тренировалась читать эту фамилию. Так вот, согласно законопроекту, кибердружины должны будут выявлять информацию, направленную в том числе на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также за распространение которой предусмотрена уголовная или админ ответственность.
Вот в пояснительной записке указывалось, что кибердружинники будут создаваться как общественные организации, которые будут уведомлять о своей работе Роскомнадзор. Вступить в них смогут россияне от 18 лет. Сотрудничать с кибердружинниками, по мнению депутатов, должны прокуратура, следователи и чиновники. Один из авторов законопроекта, Олег Быков, утверждает, что документ не направлен на ограничение свободы слова в интернете. Будем также, конечно, следить за тем, эта инициатива наберет ли какие-то голоса и станет ли какой-то вот серьезным законодательным, да, таким решением для соседней России. Ну, тем не менее, звучит все, конечно, достаточно интересно, и мне кажется, что многие эксперты не согласятся вот с Олегом Быковым по поводу того, что на ограничение свободы слова в интернете это никак не тянет. Я напомню, что на днях сайт Крым Реалии выпустил очень любопытный такой тест, который как раз направлен про мемы, и который направлен на то, чтобы вот вы смотрели на какой-то мем и решали, за такой мем могут посадить, например, в России или нет. И на самом деле результаты такого теста достаточно красноречивы. То есть сядут все. В соседней России уже есть примеры, когда из-за репоста, лайка, коммента, да, какой-то вот такой картинки, которую можно просто оценить как сатиру, и люди получали какие-то сроки или штрафы. Ну, это все есть на сайте Крым Реалии. Ну и дальше к другим темам. Ваше мнение. В Керчи разгорается конфликт между местной властью и предпринимателями. Как сообщают керченские СМИ, российская администрация города инициировала снос торговых палаток на вершине горы Митридат. Городские власти утверждают, что палатки установлены без соответствующих документов. Предприниматели, в свою очередь, утверждают, что после того, как срок действия разрешительной документации, выданный еще при Украине, закончился, они несколько раз обращались в город-администрацию для получения новых документов. Сайт «Керчь. Мой город» цитирует общественного защитника Артема Ефимова, который обжаловал в подконтрольном России арбитражном суде Крыма бездействие керченской администрации. По его словам, не дожидаясь решения суда 16 ноября, администрация вынесла 7 постановлений о сносе торговых палаток. Ефимов утверждает, что подобная ситуация коснулась предпринимателей, владельцев торговых палаток во всех районах Керчи. Так как ларьки на горе Митридат имеют повышенную привлекательность для администрации, назначена показательная казнь, показательный снос этих ларьков, сказал Ефимов. Я считаю, как представитель предпринимателей, да и сами предприниматели так считают, что нельзя сносить, обязывать что-то сносить, при этом аргументируя это тем, что у вас нет документов. Но администрация сама эти документы не дает, то есть не проводит аукцион. С начала года в городе было проведено аж целых 2 аукциона. Первый это по елочному базару, а второй это по школьной ярмарке. Все. В городе куча точек, не буду их называть, которые даже сегодня в центре города и на окраинах, и практически везде имеют такую же ситуацию. Украинские документы закончились, конкурс не проводится, российские документы не выдаются. Суд состоится 16 ноября, а палатки должны были сносить вот 1 ноября. Это видео появилось в Ютубе именно в этот день. Но по состоянию на сегодня, как проверили наши коллеги, палатки стоят. И, видимо, активистам удалось отстоять их. Администрация города комментариев не давала. Будем следить за событиями в Керчи. Ну и теперь такой анонс того, что можно услышать в эфире радио Крым Реалии уже завтра. Памятник крокодилу и бездомные ополченцы. Так называется новый выпуск программы «Крымский пармезан». В Крыму вы услышите этот выпуск в 18:30 на 549 АМ и 105,9 FM. Почему российское ополчение, так называемое Крыма, выселили здание в Симферополе, где установят памятник крокодилу, кого внесли в российский список санкций. И немножко вот анонс, буквально эксклюзив, этого еще не было в эфире, а вы сейчас услышите, как же мои коллеги записывали эту программу. Старшеклассница, это вы о чем? Он такой, вы понимаете, это о больших платонических чувствах молодых комсомольцев и так далее. А нет ли здесь какого-то другого буржуазного западного тлетворного влияния? Конечно, есть. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Никто не может ничего плохого сказать о комсомоле, наверное, потому что все, кто мог сказать что-то плохое, уже умерли. Вот, и сказал, что в комсомоле было только хорошее. Да, и вот интересно, что эти бывшие активисты комсомола пришли на митинг с портретом Сталина и разными самодельными плакатами, всего их собралось около 150 человек, и раздавали они еще коммунистические газеты. Динозавры исчезли, и комсомольцы тоже рано или поздно. Известные журналисты обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Наши коллеги Паша Казарин, Александр Янковский и Стас Юрченко уже завтра в «Крымском пармезане» в свежем выпуске. А там, я напомню, обсуждают они самые главные события недели. В 18:30 в Крыму включайте на 549 АМ или 105,9 FM. Ну и на материковой Украине время этого эфира 17:30. И в нашей студии уже Стас Юрченко прямо из пармезана выскочил сюда для того, чтобы рассказать нам про топ-5 публикаций на сайте Крым Реалии по версии наших читателей, зрителей и слушателей. Привет. Ну, я сразу предупреждаю наших дорогих слушателей, что это не так весело, как пармезан. Не пропустите его завтра. Там было очень много веселых новостей. Но сегодняшний день. Что больше всего смотрят на нашем сайте? Телесюжет нашего коллеги из телепроекта Крым Реалии Руслана Тарасова. Нестыковки Керченского расстрела. Руслан проанализировал информацию открытых источников о Владиславе Рослякове. Официально именно его, Рослякова, Следком России подозревает в расстреле учеников Керченского политеха. После стрельбы он якобы застрелился, но эксперты, с которыми поговорил Руслан, посмотрели на фотографии с места смерти Рослякова и оценили информацию из открытых источников. И говорят они, что на самоубийство это не совсем похоже. А еще журналисты отмечают, что керченская трагедия обросла фейками. Вот короткий тизер сюжета. Послушаем. Зброя в будь-якому випадку при пострілі такому, вона мала б випити. А вот для человека, который подошел сбоку, вставил человеку в рот и нажал на курок, оно как раз будет комфортно. Это не самоубийство. 21 погибший и 76 раненых. Смущает необычайная результативность. Стреляли с разных мест. С разных мест? Да. Ты уверен в этом? Слышно, да. Я вам говорю, я здесь в присутствии прессы, никто никого с оружием никуда не загонял. Шокирующий фейк номер 2 – это работа кремлевского телеканала «Россия-1». Те, що ми бачимо на тій фотографії, це лише те, що згодовують широким слоям общественности все. Смотрите этот сюжет на сайте Крым Реалии, а также уже завтра спецпроект телепроекта Крым Реалии о том, как же прошел курортный сезон в Крыму. Но возвращаемся к нашему топ-5. На втором месте материал под названием «Хватка геостратега слабеет. Путин сдает позиции в Крыму». Это колонка Заремы Сейдлаевой. Она пишет: похоже, что чем дальше мы уходим от референдума 2014 года в Крыму, тем хуже становится ситуация для Владимира Путина. Возомнивший себя великим геостратегом и собирателем земель русских, он, как мне кажется, допустил роковую не только для себя, но и для всей России ошибку. Имя этой ошибки — аннексия Крыма. Вот так пишет Зарема Сейдлаева. Больше читайте на сайте. И на третьем месте нашего топа еще одна колонка, но на этот раз Виталия Портникова. Непризнание Крыма частью Российской Федерации, пишет автор. Невозможность нормального развития территорий из-за российской оккупации полуострова — это не проблема ЮНЕСКО или любой другой организации. Это, как мы видим, проблема Крыма. И прежде всего проблема самого Крыма, у которого оккупант, похоже, отобрал будущее и у жителей полуострова, и у его культурного наследия. Почему Виталий Портников сделал такой вывод, можете, прочитав статью на нашем сайте. Я вам дам небольшой спойлер. На российских телеканалах начали обсуждать возможность включения в список ЮНЕСКО Воронцовского дворца. То, что это невозможно, прекрасно понимают все российские культуристы, но при этом для пропаганды они продолжают это делать. Также сегодня в топе новость. Украинские военные провели испытания ракеты боевые стрельбы рядом с Крымом. Там, кстати, есть фото. Украинские военные провели стрельбу в Херсонской области, прямо неподалеку от аннексированного Крыма. По российским культуристам не стреляли, Сергей Громенко. Стрельбы проходили на государственном полигоне Ягорлык. Военные испытали зенитные ракеты средней и малой дальности. Накануне Украина перекрыла часть воздушного пространства над северной частью акватории Черного моря возле аннексированного Крыма из-за проведения стрельб с 1 по 4 ноября. Завершает нашу подборку фотогалерея «Осенний Севастополь» на воде и суше. Богатая история и архитектура Севастополя привлекает в город путешественников и туристов. Осенью после них становится меньше, но, как правило, гости города покидают здешние края уже в конце октября, а окончательное завершение сезона в Севастополе проходит лишь в ноябре. Корреспондент Крым Реалии отправился в город, чтобы прогуляться по осеннему городу. Результат его фотопрогулки вы можете посмотреть в галерее на нашем сайте. Главный культурист нашего эфира Стас Юрченко. Заставил плакать Катю Некречу. Да, дорогие мои, спасибо за то, что вы с нами. Сергей Громенко, Стас Юрченко, и эту неделю вся команда Крым Реалии и радио Крым Реалии в том числе работал для вас. Я напомню, что наше вещание, оно круглосуточное, ежедневное, 105,9 FM, или же сайт Крым Реалии, мы онлайн для вас доступны всегда. Ну и что можем пожелать? Хороших вам добрых выходных, и чтобы слезы были только радости.
Завтра пармезан в 18:30 по крымскому времени. И итоги с Александром Янковским можно уже на сайте ловить в 8:40 Поэтому утра. просыпайтесь и Самое слушайте важное итоги за недели. неделю, что было, Александр Янковский подготовил и готов завтра уже рассказать вам. Спасибо за то, что были с нами.